Специалисты разных служб вновь искали пути спасения людей от болота под названием алкоголизм. Как показывает и статистика, и наблюдения на городских улицах, эта социальная проблема сегодня принимает угрожающие масштабы. Комиссия по профилактике алкоголизма должна разработать действенные меры по профилактике пьянства, особенно среди подрастающего поколения. В этом отношении целенаправленная работа ведется специалистами отдела образования. У нас профилактика вместе, она идет алкоголизма, наркомания, табакокурения в комплексе. И у нас есть довольно-таки положительные результаты непосредственно по профилактике наркомании. Наши дети заняли по республике на общекомандном месте, значит, первое место, опередив город Уфа и Стерлитамак. И на всероссийском уровне ученица лицея Ирандык стала победителем Всероссийской олимпиады. В борьбе со злом применяются всевозможные меры. В этом году ящики для анонимных сообщений установлены даже в дошкольных учреждениях. Из 30 сообщений сегодня по 2 ведется следствие. В этот день своим опытом работы делились все ведомства. Каждый предложил, на их взгляд, наиболее эффективные меры профилактики. Алкоголизация, пьянство, она, наверное, не в студенчестве появляется. Это свойственная вещь семье. И сегодня правы ли мы вот все списывать на образовательные институты, то есть совершенно минуя семью. Очень печально, в общем-то, бывает, когда студент уезжает там отрезвлять маму, помогать денежными средствами, пьющим родителям и так далее, так далее. То есть такая проблема существует. Мне кажется, должна быть какая-то служба, которая работала бы с семьями этих учащихся. Мы, конечно, все, что возможно, будем стараться делать. То есть мы, медицинские работники, в первую очередь, конечно, но только одним медицинским работником здесь, к сожалению, вопрос не решишь. Это в первую очередь, Сергей Сергеевич, конечно, образовательные учреждения, это в первую очередь задействованы должны. То есть всю эту пропаганду здорового образа жизни это надо проводить совместно. То есть какие-то выходы, вылазки, какие-то шоу-программы, я даже не знаю, пожалуйста, медицинские работники тоже включатся в это. Проблем много, тем более получается замкнутый круг. Недостаточно рычагов, чтобы ликвидировать точки торговли спирта, самогона. У комиссии нет полномочий, чтобы противостоять торговым учреждениям, нарушающим закон о запрете продажи алкоголя в ночное время. Но все рейды по торговым точкам с целью поймать за руку тех, кто продает детям пиво, будут продолжены. План работы на ближайшее будущее составлен. И тут за дело возьмутся все – учителя, психологи, полицейские, наркологи, молодежные общественные организации. Увеличение количества детей, употребляющих спиртное, рост преступности среди подростков в состоянии алкогольного опьянения требует немедленной реакции в обществе. Луиза Мустафина, Игорь Хамитова, Радмир Исенгулов, телекомпания СТВ.